Проделаем опыт. Концы веревки, проходящие через желоб подвижного блока, прикреплены к динамометрам. Динамометр D1 закреплен в штативе, а динамометр D2 будем равномерно поднимать вверх. Груз, подвешенный к блоку, гирька 200 грамм, будет также подниматься вверх. Фиксируя показания динамометров, обнаружим, что они покажут одинаковые силы, примерно равные 1 ньютону. F1 равно F2 и равно 1 ньютон. В соответствии с правилом сложения сил, действующих вдоль одной прямой, модуль силы P равен сумме модулей двух параллельных друг другу и направленных в одну сторону сил F1 и F2. Соответственно, сила F2, с которой поднимают груз, в 2 раза меньше веса груза P. Выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии. Выигрываем в силе, проигрываем в расстоянии. Поднимая ведро с помощью подвижного блока, человеку приходится выбрать конец веревки в 2 раза длиннее, чем в первом случае, поднимая ведро при помощи неподвижного блока. Шарик находится в устойчивом равновесии. При изменении положения шарика он возвращается в первоначальное положение. Если центр тяжести при отклонении тела из положения равновесия поднимается, то равновесие устойчивое. Шарик находится в неустойчивом равновесии. При изменении положения шарика он удаляется от первоначального положения. Если центр тяжести при отклонении тела из положения равновесия опускается, то равновесие неустойчивое. Шарик находится в безразличном равновесии. При изменении положения шарика он остается в том положении, куда его поставили. Если центр тяжести тела остается на одном уровне при изменении положения, то это равновесие безразличное. Не всякое тело и не в любом состоянии способно совершить работу. Чтобы в этом убедиться, представьте себе шар, который лежит на поверхности стола. Шар находится в покое, и ни о какой работе не может быть и речи. Но если дать ему возможность упасть с края стола, то шар совершит работу. Убедиться в этом можно, подставив на пол ванночку с водой. Значит, покоящееся на некоторой высоте тело работы не совершает, но в определенных условиях способно ее совершить.